Казань, Товарищеская, 34, телефон 8 951 061 65 40. Свет, архитектура, благоустройство – все соединяется вместе. Московский архитектор Павел Павлюк просто излучает идеи для парков. Специалист создавал обновленный парк Зарядье и помогал засиять новыми красками парку Красноярска. Парки – это не просто какие-то красивые пространства, а это пространство для людей, где людям должно быть комфортно, где люди должны чувствовать себя счастливыми. Как говорит этот финский специалист, хороший парк можно разместить где угодно. Так в Хельсинки его ведомство нашло место для трети парков. Мы можем взять эту комнату и сделать из него идеальный парк, или взять площадь, территорию 350 квадратных метров и сделать прекрасное место для отдыха людей, детей и взрослых. Такими идеями специалисты делились на пленарной сессии. Здесь Рустам Миниханов представил республиканскую программу благоустройства общественных пространств. По ней преобразились сотни парков и скверов по всему Татарстану. Недавно усилия республики получили своего рода архитектурный «Оскар» – премию Агахана. Важнейшей задачей является вовлечение людей в эти процессы. Мы на своем опыте столкнулись с ситуацией, когда отличная команда, профессионалы своего дела, разработали проект реконструкции исторического парка в Казани, но это оказалось недостаточно. Тогда одно срубленное дерево научило нас тому, что необходимо учитывать мнение горожан при создании и развитии общественных пространств. Опыт Татарстана собираются перенимать в Казахстане, и наработки республики стали основой для российского нацпроекта. Во многом национальный проект, он впитал в себя опыт Татарстана, лучшие практики Татарстана. Более того, для меня честь сказать, что и я 3 года назад, еще работая в регионе, приезжал в Татарстан учиться. Главная тема этой конференции – экология. В знак этого все волонтеры в таких вот зеленых куртках, и повсюду для гостей разложены вот такие вот яблоки. Конгресс собрал лучших урбанистов, ландшафтных дизайнеров и градостроителей мира. Как отмечают, для каждого горожанина парк должен быть 15 минут ходьбы, и в парке занятий по душе должен найти каждый. Парки должны выполнять социально-общественную функцию для самых разных людей. Это должно быть универсальным местом. В Казани собираются серьезно взяться за Казанку. По ее берегам хотят создать 12 новых парков. Безусловно, это совершенно другой уровень. Не просто благоустройство, не просто это эко-каркас нашего города, это рекреация, которая на новый уровень выведет всю экосистему и реки, и нашей Казани. Это будет совершенно иначе, более широко представленные форматы участия и вовлечения горожан и влияния горожан на то, как формируется стратегия развития территорий. Решено, что в Казани будет открыто евразийское подразделение Всемирного паркового конгресса. В нем специалисты из разных стран будут аккумулировать лучшие практики. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.